Лекта мотик кормушкаш царь и дохан чаргал мотик нет царь молю контактировать же дохан с продезинфицировать бохрыбис. Дезинфекционный отряд Сунжинской ветеринарной станции локализирует и ликвидирует очаги инфекционных заболеваний у животных. В основном группу вызывают на большие фермы и кошары, где риск заболеваемости очень высок. Обработка ведется с помощью спецтехники и оборудования. Для этой цели имеются технические средства, имеется в виду дезинфекционная установка Комарова. На базе этой машины установлены 3 емкости, обеспечивающие вместимость дезинфицирующего раствора до 1000 литров. И другая техника есть на базе УАЗ, тоже соответствующим образом подготовлена для проведения дезинфекции, где недоступно, например, проехать в машине ГАЗ-53. Кроме того, что имеется технические средства, есть специалисты, обеспечивающие проведение дезинфекции, снабженные соответствующими средствами личной санитарной одежды и проведение этих мероприятий в местах локализации инфекционного очага. Раствор, который применяет выездная группа, называется вироцид. Лекарство позволяет предотвратить такие распространенные заболевания, как бруцеллез, вирус бешенства и лейкоз крупнорогатого скота. Есть некоторые случаи возникновения других болезней, на которые, в общем-то, можно провести малотехническими средствами, то есть спрейерами, и эти спрейеры достаточно эффективно проводят эту же процедуру, но на малых объемах и на малых площадях. Выездов у группы бывает немного. Связано это с тем, что резких вспышек заболеваний животных в республике за последние годы не зафиксировано. Мобильная группа отправилась на крупную ферму для профилактической дезинфекции, чтобы свести на минимум риски заражения скота. Сейчас благодаря медицине можно бороться буквально с любым заболеванием животных. Самое главное – проводить вакцинацию и санобработку хотя бы раз в 3 месяца. По словам ветеринаров, фермеры делают это неохотно, так как это требует дополнительных трат. Игнорируют проведение дезинфекционных мероприятий, считая, что инфекция прошла и дальше это все остановилось. Но это не так. Надо иметь в виду, что инфекция она сохраняется в почве. Мы знаем особо опасные инфекции, например, сибирская язва сохраняется до десятков и сотни лет. Возбудитель бруцеллеза, лейкоза и туберкулеза сохраняется в почве до 2 лет. В молоке, в молочных продуктах, в холодильных устройствах, где содержатся эти продукты, до 2-3 месяцев. Поэтому это сроки выживания возбудителей в различных средах требует проведения соответствующей дезинфекции. Мобильная группа работает по всей Ингушетии. В случае выявления заболевания у животных каждый житель может обратиться в местный ветучасток для их вакцинации и дезинфекции помещения. Идрис Ижиев, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.